В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. Первыми в Якутии проголосуют жители отдаленных районов на выборах в Госдуму. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев прибыл в республику с рабочим визитом. Парусные гонки среди детей проходят в Якутске на Белом озере. С сегодняшнего дня по 16 сентября начинается досрочное голосование на выборы в Госдуму для избирателей, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях. Так оно пройдет в 25 районах, 17 из которых будут охвачены авиацией. Также широко будут использованы автомобильный и водный транспорт. В основном будут охвачены оленеводы в отдаленных стадах, метеорологи, находящиеся на островах Северного Ледовитого океана, старатели и коневоды. Перейдем к лесопожарной обстановке в республике. За сутки ликвидировано 7 пожаров общей площадью около 88 тысяч гектаров. Был обнаружен один пожар площадью 2 гектара в Мирнинском районе. Принимаются меры по тушению 7 пожаров на площади более 168 тысяч гектаров на территории 4 районов. Из них локализовано 2 на площади около 67 тысяч гектаров на территории 2 районов. Особое внимание уделено Усть-Майскому району, где в настоящее время силами лесопожарных формирований МЧС России, в том числе авиации, идет тушение 4 возгораний. В тушении задействованы 494 человека и 35 единиц техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики на сегодня нет. Водоканал Якутска готовится к зиме. В связи с этим регулярно производилось отключение горячей и холодной воды. Причиной стали масштабные ремонтные работы на объектах компании в разных частях города. О них подробнее в материале Ульяны Шагиной. Водоканал, как и другие ресурсоснабжающие предприятия города, заблаговременно готовится к предстоящей зиме. Нужно многое успеть, чтобы в суровые якутские холода максимально снизить риски возникновения непредвиденных ситуаций. Идет плановая замена оборудования. Дело в том, что вот эти затворы старые, они стоят 1996 года. И вот они как бы со временем приходят в негодность. Работы проводились в эту ночь не только на водоузлах, но и на уличных сетях, в том числе и на канализационных. Этой работой занимается спецслужба канализования. Ребята заменили затвор на водоводе по улице Кальвица. Для увеличения пропускной способности заварили дополнительный водовод. Служба канализования задействована по всему городу. То есть у нас есть канализационно-насосные станции, которые вот в эту ночь все остановились. Это порядка 100 штук, там, ну, даже больше, там 102 станции насосные. То есть не только здесь люди занимаются, это значит по всему городу, где есть наши насосные станции, ездят наши люди. Задействована техника, еще 3 бригады, то есть, которые все это дело выключают, ну и потом будут запускать по мере, когда что мы здесь делаем, они будут запускать по нашему звонку. То есть вот таким образом это делается. Для удобства горожан все работы проводятся в ночное время. Так, за одну ночь специалистам нужно успеть провести целый пласт работ. Вместе с ними успевают и электрики. Работ на самом деле гораздо больше. На каждом подразделении, получается, в каждом, так сказать, уголке, можно сказать, нашего водоканала, получается, проводятся какие-то работы на водозаборе, на сбосе, водоснабжение, канализование, на улице проводят свои работы. Электрики, вот товарищи у нас вышли. Они, получается, делают свои щиты, проверяют контакты, протягивают контакты, делают ревизию своего оборудования. Это все на самом деле как бы в купе помогает нам войти в зиму хорошо и максимально как бы бесперебойно, эффективно отработать. Все эти работы проводятся с одной целью – как можно сильнее минимизировать риск аварий в осенне-зимний период. В 40-градусные морозы некоторые виды работ сделать просто невозможно. Поэтому успевать нужно, пока позволяет погода. Напомним, следующее отключение планируется 28 августа в районе Гемиина. Ульяна Шагина, Эдгар Николаев, Якутск. Сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев прибыл в Якутск для помощи в восстановлении республики после природных пожаров. Он отправился в Горный Улус. В первой половине дня Валуев побывал в селе Бердигистях, где посетил ДЮСШ имени Агеева. Там он встретился с воспитанниками и руководством школы, поинтересовался планами работы и достижениями воспитанников. Далее Николай Валуев поехал в село Бяскюэль на встречу в лагерь волонтеров.
волонтеров. Напомним, вместе с Валуевым в республику прибыл отряд волонтеров Общероссийского народного фронта «Молодежка», которые тоже внесут свой вклад в помощь по восстановлению Якутии после лесных пожаров. Наш УЛУС, к примеру, в республике занимает высокие места по численности занимающихся. Это где-то около 40% населения, систематически занимающихся. И детская юношеская спортивная школа существует с 1977 года. Основал его Агеев Александр Александрович, заслуженный тренер республики. Сам тренировал бокс. И нам очень отрадно, что сегодня к нам приезжает такой великий спортсмен. Алмаздобывающая компания поможет развить в Мирном профессиональный бокс. Проект с названием «Я мастер спорта» стал одним из победителей конкурса «Территория Алроса». Поддержка общественных проектов началась по инициативе движения «Народный актив». Теперь группа молодых специалистов собирается создать в Мирном клуб профессионального бокса для всех желающих. Главная цель – растить спортсменов с постоянными выездами на чемпионаты российского уровня. Сегодня в алмазной столице есть одна муниципальная секция детско-юношеского бокса, но ее недостаточно. Организаторы проекта ищут подходящее помещение для занятий. Клубом может стать бывший ресторан «Молодежный». Он находится в собственности компании «Алроса». Сейчас мы прорабатываем вопрос по разработке проектной документации, по приобретению инвентаря и материалов, по осуществлению ремонтных работ. И когда у нас будет сформирован весь пакет документов, будем выходить на руководство компании по данной просьбе. К нашему общему обращению будут приложены все ходатайства от администрации города, а также от Министерства спорта республики и Федерации бокса России. У жителей и гостей города Якутска есть отличная возможность приобрести свежую и натуральную продукцию напрямую у местных производителей. Ежегодная ярмарка в самом центре города начинает свою работу и будет проходить по выходным. Более подробно нам готова рассказать наш корреспондент Надежда Саханская. Она с нами сейчас на прямой связи. Надежда, добрый день. Чем может похвалиться данная сельхозвыставка и какой ассортимент у местных производителей? Приветствую, Кристина. Как вы видите, торговля идет полным ходом. Ну а на самом деле знакомое нам выражение «поддержи местного производителя» сегодня превратилось в самую настоящую ярмарку под открытым небом. Здесь широко представлены мясо, рыба, молочные товары, свежие сезонные овощи и даже мед. При этом вся продукция перед реализацией проходит необходимый санитарный контроль. И, между прочим, товары проверяются на соответствие нормам качества и безопасности. Что по поводу участников, то здесь традиционно сельскохозяйственные кооперативы центральных районов, фермерские и личные крестьянские хозяйства, дачники, предприятия, местные производители. Ну, давайте сейчас поговорим с одним из организаторов ярмарки «Малый базар», с Дмитрием Громовым. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с количества участников, хозяйств в целом. Сколько их сегодня представлено? На сегодняшней ярмарке представлены более 20 сельскохозяйственных производств. Они непосредственно сегодня, без никаких посредников, напрямую со своего стола по своим ценам предлагают жителям города Якутска свою натуральную продукцию. Ну, если говорить о сельском хозяйстве, тогда затрагивается тема того, что здесь сегодня все не только коллеги, но еще и конкуренты. Что касается цен, все-таки они наверняка отличаются от цен в магазинах. Да, как только что озвучил, здесь производители выставляют свои товары под своей ценой, то есть без никаких дополнительных накруток магазинов, агентов или же от аренды дополнительной на рыночном месте. Поэтому здесь цены, как у них у себя дома в деревне. И давайте обрадуем наших телезрителей тем, что эта ярмарка продлится не одну субботу и воскресенье, а целых несколько. Да, мы начинаем серию ярмарок выходного дня, начиная от пятницы до воскресенья, еженедельно, до конца ноября. Спасибо вам, Дмитрий. Дорогие телезрители, коллеги, я напомню, что эта ярмарка под названием «Малый базар» проходит в Старом городе. И более того, на следующих выходных здесь ожидается большой завоз рыбной продукции. На текущий момент это вся информация. Кристина.
Спасибо за информацию. А я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Надежда Саханская. А мы продолжаем. Акватория Белого озера сегодня сопровождается детской регатой. Мероприятие проходит в рамках проекта «Строим швертбот и оптимист». Во время проекта дети самостоятельно построили 10 яхт. Парусные гонки проходят на этих самодельных плавсредствах. Дети учатся управлять судном, ориентируясь на направление ветра. Все правила безопасности строго соблюдаются. Во время гонок на озере находится спасательная лодка, а все участники выступают на воде в специальных жилетах. Отметим, что все дети, принимающие сегодня участие в регате, занимаются водным искусством круглый год. В теплое время года на открытом воздухе, когда это позволяет погода, в холодное, в закрытом помещении, в специальных бассейнах. Зимой мы в теплом помещении занимаемся. Да. Дети сами строят яхты, ремонтируют их, теория проходит. А сейчас это тоже все их яхты самодельные? Или это Да, это все они за 2 года построили по проекту. Сегодня будет, получается, у нас отборочный тур, потом будет полуфинал у них, и потом уже в финале мы выявим победителей. Ребята будут ходить по кругу, по треугольнику, по 3 буям, вот, по 3 круга. И кто первый приходит, того и фиксируем. 8-летняя Анастасия Тимохина из Кремлевской школы верховой езды стала победителем в младшей возрастной группе детских соревнований по джигитовке на приз фестиваля «Спасская башня» на конном манеже Красной площади в Москве. За победу боролись 2 возрастные группы детей от 7 до 10 лет и от 10 до 13 лет, в каждой из которых выступили 9 юных всадников. Они представляли конно-спортивные клубы Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Волгоградской областей. На этом у меня вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.